Тем временем общественники Коми продолжают далять сомнениям о переносе крупных массовых мероприятий к вековому юбилею республики с этого на следующий 2022 год. Остальные разрешенные указом главы о повышенной готовности пройдут по плану, но с соблюдением санитарных норм. Виктория Денисова пообщалась с активистами. В Коми 58,5 тысяч заболевших COVID-19 фиксируют с начала пандемии. За 1,5 года регион потерял из-за коронавируса более 1000 жителей. Это можно сопоставить с населением таких сел, как Пажга или Койден. Массово болеют взрослые, пенсионеры, с недавних пор дети. И это в преддверии векового юбилея республики. Перенос праздничных мероприятий на 2022 год – мера необходимая, говорит Татьяна Павлова, председатель Усть-Вымской районной организации ветеранов. Так мы сможем защитить и себя, и окружающих. Дети начали болеть, а у нас впереди 1 сентября. Если мы с вами встанем вот такие большие мероприятия проводить, очень большие мероприятия, то мы просто подвергнем еще большую массу к заражению. Поэтому мы вот здесь сторонники того, чтобы перенести этот праздник. Схожую позицию высказала и Лариса Шитова, директор Центра по предоставлению государственных услуг в сфере соцзащиты населения города Усинска. Она отметила, что менее губительным ковид не становится даже для тех, кто переболел. Стало быть, массовое скопление людей – риск и для них. Очень многие, тем более у меня есть знакомые, которые переболели и очень тяжело перенесли болезнь. И они согласны о том, что в данный момент сейчас вот собирать вот такие большие, как говорится, мероприятия, считаю, что это пока нет такой необходимости. Лучше уж поберечь людей и их здоровье. На следующий год перенесут только массовые мероприятия. Остальные пройдут по плану с соблюдением санитарных норм. Наталья Мигурская, сотрудник Дома культуры из Комсомольска-на-Печоре, что в Троицко-Печорском районе, говорит, концерт будет, но с ограничениями. Что делать, раз такая ситуация в стране, то я думаю, ничего страшного. В наших поселениях небольших все равно пройдут концерты с рассадкой через один, в масках, с соблюдением всех требований. Среди мероприятий, разрешенных указом главы о повышенной готовности, Всероссийская научно-практическая конференция в Сыктывкаре и открытие в столичном Кировском парке памятника первому руководителю региона Ивану Морозову. После – гастрольный тур хора имени Пятницкого. Артисты выступят на сценах Воркуты, Инты, Усинска, Печора и Ухты. В сентябре районные дома культуры посетят Елена Василек и группа «Ярмарка». Тогда же по отдельной программе выступят театральные и творческие коллективы Коми. Виктория Денисова, телеканал Юрган.